Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Сотрудники торговых центров Мирнинского района нарушают ограничительные меры. Расскажем подробности. Занятия спортом возвращаются на полюс холода. В спортшколе Чисхан завершают ремонт. Необычное явление для якутской зимы. Примерзшую ко льду серую цаплю спасли в Усть-Майском районе. В парламенте Якутии накануне работала согласительная комиссия по вопросам соцподдержки граждан, занятости, здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, по молодежной политике, развитию информационного общества, гармонизации межэтнических отношений и профилактике правонарушений. В состав комиссии вошли 19 членов для подготовки главного финансового документа республики ко второму чтению. По социальному блоку от депутатов поступило 78 поправок на сумму более 7,5 миллиардов рублей. От правительства Якутии направлено 237 поправок и одна совмещенная с инвестиционной программой на общую сумму более 60 миллиардов рублей до 2024 года. В целом бюджет получился прежде всего социально ориентированный, и все поправки и депутатов, и представителей правительства были направлены на решение самых таких актуальных вопросов, задач, поставленных президентом страны, главой республики, направленные на благополучие людей, на развитие экономики. За минувшие сутки в Якутии коронавирусом заразились 279 человек, из них в Якутске 128. В Мирнинском районе 24 заболевших, в Алданском 21, в Мегино-Кангаласском 15, в Ленском 14, в Нерюнгринском и Сунтарском районах по 11 случаев заболевания, в Хангаласском 10, в Намском 7. Еще в 14 районах от 1 до 6 заражений. Почти 4000 проб на коронавирус исследовали лаборатории региона за сутки. Сотрудники торговых центров Мирнинского района нарушают ограничительные меры, сообщают в пресс-службе администрации. Рейды у правоохранителей показательные. Во время одной из проверок продавец обслуживал покупателей без перчаток. Во время другой в торговый центр пускали без QR-кода. Продолжит тему наши коллеги. Покажите мне документ, на котором вы основываетесь и можете не продавать мне продукты первой необходимости. Покажите мне документ. Продуктов ничего не продам. Если без QR-кода ничего не могу помочь вам. Без QR-кода теперь никуда, а в Мирном за продуктами без заветного сертификата в некоторые магазины не попасть. То ли продавец из этого видеоролика бегло прочитал республиканский указ, то ли магазин по документам вовсе не магазин. Власти четко прописывали, чтобы попасть в аптеку или торговую точку с товарами первой необходимости, код не нужен. Правило касается посещения культурно-досуговых организаций, спортивных учреждений, торговых центров и общепита. Я, так сказать, можно сказать, недавно привился, только вот в сентябре. Мы пока еще нигде не потребовалось его показывать. Проблем нету, поставили прививки, QR-коды в госуслугах получили. Пока еще я не ощутила. Не ощутили, возможно, потому что и не требуют. Съемочная группа Алмазного края провела эксперимент. Мы обошли несколько торговых центров. В большинстве не то, что код не попросили. Нас, кажется, никто и не заметил. По нашим наблюдениям, люди, проверяющие те самые картинки с квадратиками, стояли в 3 из 5 точек. И только в одной нам пришлось остановиться на входе. В общем, при сильном желании попасть в торговые центры Мирного можно. А что, если захотим посмотреть кино? Направляемся во Дворец культуры. Делаем вид, будто ничего не знаем про пропускную систему. Но нам любезно указывают на объявление. Пропускная система сейчас работает во многих регионах России. Власти считают, мера позволит уменьшить распространение коронавирусной инфекции, ведь теперь в общественные места пускают только привитых или переболевших вирусом людей. Конкретно в Якутии QR-коды нужны в театрах, кинотеатрах, концертных залах, музеях, библиотеках, спортивных учреждениях, фитнес-клубах, тренажерных залах, бассейнах, спортзалах, лыжных базах, крытых ледовых катках, а также в банкетных залах, столовых, кафе и ресторанах. Предприниматели ощутили убытки. Это Андрей Иевлев, управляющий одного из ресторанов Мирного. Говорит, с введением системы посещаемость упала раза в 3. Соответственно, и оборот.
Также сейчас под угрозой новогодние мероприятия. Даже был момент такой, что пришли с сертификатом, ну, с подозрительным, да, сертификатом вроде как бы. Ну, в силу того, что рейды постоянные проходят, да, то есть мы со своей стороны не можем рисковать тоже как бы какими-то наложенными потом мерами, да. То есть мы людям объясняем, и на самом деле люди понимают. Понять и принять придется. На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму 2 законопроекта. Если их примут, жить с QR-кодами в телефонах россиянам предстоит до 1 июня 2022. К этому сроку власти рассчитывают достичь популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции за счет увеличения темпов вакцинации. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». К другим темам. Самое длинное частичное лунное затмение за последние 580 лет наблюдали накануне. Российский космонавт Петр Дубров запечатлел явление с МКС. По данным Роскосмоса, до 99% диска Луны находилось в тени Земли. Эффектный феномен длился почти 3,5 часа. Это самое продолжительное затмение Луны с 15 века. Лунное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются так, что Луна проходит через тень Земли. Именно в это время ее часть как бы исчезает в небе. Небесное тело также может казаться красным, так как единственный солнечный свет, достигающий Луны, проходит через атмосферу Земли. Это явление часто называют кровавой луной. То есть здесь будет бурая или красноватая луна, и снизу чуть-чуть, точкой, до 3% будет это открытое. То есть это частичное затмение. А в следующем году, допустим, 8 ноября будет полное затмение, и в хорошее время, 8 часов вечера. Там... Для вас, как для человека науки, что значит лунное затмение? Вообще, можете ли вы опровергнуть все вот эти вот мистические какие-то настроения? Или, может, наоборот, поддержать даже? Нет, если вот человек знает эту природу этого явления, это суть этого явления, это естественное физическое явление, астрономическое, можно сказать, да? Поэтому, допустим, лично для меня никакого значения не имеет. Это просто вот пересечение орбит Луны, Солнца, Земли и так далее. Всероссийский экологический диктант близится к завершению. В эти минуты в Якутске мероприятия проходят как в онлайн, так и в офлайн форматах. Подробнее расскажет мой коллега Власий Сергеев. Он сейчас выходит с нами на связь из специальной офлайн площадки. Власий, приветствую. Когда завершится экодиктант и как желающие могут принять в нем участие? Сергей, здравствуй. Ежегодный всероссийский экологический диктант стартовал на прошлой неделе, 14 ноября, и завершится уже завтра. В предпоследний день здесь, сегодня, в историческом парке «Россия. Моя история», на специальной площадке участники пишут диктант в офлайн формате. Им в течение 40 минут предстоит ответить на 25 вопросов по таким темам, как отходы, флора и фауна, Арктика, климат, устойчивое развитие, энергетика, зеленые финансы и так далее. Участников разбили на 2 группы: людей, которые работают в сфере экологии, и тех, кто не обладает специальными знаниями. Целями мероприятия, конечно же, является формирование экологической культуры и повышение экологической грамотности. Отмечу, что тестирование в основном проходит в онлайн-формате на базе портала экодиктант.рус. На нем доступны обучающие видеоролики, а также сервисы, которые позволяют получить результаты прохождения, сертификат участника или же победителя в зависимости от количества набранных баллов. Подробнее о целях и, конечно же, значимости экодиктанта нам рассказал главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук Михаил Чиросов. Предлагаю послушать. Призываем всю экологическую общественность. Еще можно 2 дня отвечать. Сайт очень простой. Если наберете экологический диктант, выскочит сайт, он на русском. Там нужно зарегистрироваться и отвечать в дистанционный формат. Там 4 варианта выбора в зависимости от возраста, подготовки, любителей, профессионала есть. То есть отличие от других диктантов, он такой очень гибкий.
В завершение добавлю, что экодиктант у нас проходит по всей стране, также в зарубежных странах, в числе которых у нас Бразилия, Дания, Венгрия, Индия и Мексика. Напомню, что уже завтра экологический всероссийский диктант уже завершится. И принять участие в мероприятии может любой желающий, вне зависимости от возраста и места жительства. Так что всех призываем принять участие в экологическом диктанте. У меня на этом все. Сергей, передаю слово студии. Власти, спасибо. Это был наш корреспондент Власий Сергеев. Он рассказал об экологическом диктанте. Детская юношеская спортшкола «Чисхан» в Усть-Нере в режиме ремонта работает с весны этого года. Навели порядок на стадионе, отремонтировали плавательный бассейн, а в августе приступили к внутренним работам. Изменения видны сразу. На входе уложен ламинат, заменили межкомнатные двери, добавили освещение, светлые стены, увеличили пространство. Завершают работы в туалетных и душевых комнатах. Пока в ДЮСШ работает только плавательный бассейн, все строго по расписанию. Остальные залы практически готовы к началу занятий. В ремонтном режиме мы находимся с мая месяца. Ремонтные работы подходят к концу. Сделали очень большой объем работы здесь, поменяли электричество. Стены все перекрасили, пол поменяли. Короче, очень много работы сделали. На следующую неделю планируем открываться. Мы планируем на следующий год еще поменять окна, сделать здесь ремонт. Хотим наружного фасада сделать, сайдингом обить, крышу поменять. Примерзшую ко льду серую цаплю обнаружил житель поселка Усть-Мая. Свидетелем необычного явления для якутской зимы стал Игорь Воронин на протоке Иван-Ары. Он спас цаплю и отвез птицу в Усть-Майскую инспекцию экологического надзора, где оперативно приняли все необходимые меры. Цаплю доставили в управление ветеринарии, где ее осмотрели, затем вкололи витамины и антибиотики. Отметим, что серая цапля занесена в Красную книгу Якутии. В настоящее время редкая птица находится на передержке. Решается вопрос о дальнейшем ее содержании. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Увидимся чуть позже.